Действительно, что-то мистическое во всей этой истории есть, или, по крайней мере, странностей в поведении градоначальника Чистополя Александра Заиконникова хватает. Еще за неделю-другую, по нашим данным из неофициальных источников, он в кругу друзей и коллег гордо заявлял, мол, мне предложили крупную взятку, но я отказался. А ранним утром к нему домой нагрянули следователи и оперативники. Обвинения более чем серьезные – получение взяток. По версии следствия, Заиконников вымогал денежные средства у директора компании, которая занималась благоустройством города и уборкой снега на протяжении полугода. Заиконников поставил Сидикову условием подписания актов приемки выполненных работ, передачи ему денежных средств. В результате с июля по декабрь 2018 года Сидиков передал Заиконникову 880 тысяч рублей. Через день после задержания Александр Заиконников в сопровождении оперативных сотрудников быстрым шагом направлялся в зал заседаний Новосавиновского суда в Казани. Перед самой дверью его неожиданно остановили. Мучительные минуты ожидания прошли под прицелом телекамер и смартфонов. На вопросы журналистов Заиконников не обронил ни слова. Только видно было, как нервно играют желваки на его лице. Положение спас адвокат, которая вышла и отвлекла руководителя исполкома, что-то прошептав ему на ухо. В ходе же заседания она просила суд не заключать Заиконникова под домашний арест, на чем настаивало обвинение следователей. Учитывая то, что вину он признал полностью, ранее к суду не привлекался, имеет положительные характеристики и 3 детей на иждивении, 2 из которых несовершеннолетние. Суд же учел позицию следствия и обвинения, согласно которой Заиконников, имея большой стаж работы на руководящих должностях, в том числе в структурах МВД, может повлиять на свидетелей и ход следствия. Поэтому отправил подозреваемого во взятки под домашний арест. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Заиконникова Александра Геннадьевича по месту фактического проживания. Чистая закономерность. Все должно было случиться. Если не именно в Рождество, что очень знаменательно, именно в Рождество и произошло такое возмездие, да? Но, может быть, это через месяц, через 2. Я его давно знаю, и я огорчился. Многие коллеги Заиконникова и даже простые жители Чистополя находятся сейчас в шоковом состоянии, поэтому открыто говорить на камеру соглашаются немногие. Что же все-таки произошло? Давайте разбираться. Александр Заиконников, опытный управленец из команды главы Чистопольского района Дмитрия Иванова. Журналисты интернет-газеты «Реальное время» собрали на чиновника небольшое досье. До назначения сити-менеджером Чистополя в сентябре 2017 года работал на позиции заместителя руководителя исполкома города. Еще ранее был начальником ГИБДД Чистопольского ОВД и руководителем Закамского подразделения управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан. В том-то дело, что я его сюда привел, это вот моя вина в этом, что я ему доверил, что я его привел сюда, что вот он работал с нами. По работе к нему претензий не было. Он немножко был, конечно, резкий, но тем не менее, я еще раз говорю, оправдания нет. Здесь это подлость просто с его стороны. Видела, как он присутствует на заседаниях Чистопольского городского совета. Человек, который всегда сидел и молчал. Да, молчал, то есть он был согласен, никогда не отставил свою точку зрения. По данным следствия, в деле также фигурирует директор коммерческих компаний «Тесла» и «Монолит» Рамиль Сидиков. Именно он, по версии следователей, передавал взятки Заиконникову всего на общую сумму 880 тысяч рублей. Как выяснили журналисты «Реального времени», учредителями компании «Монолит» являются Ирина Сулейманова с долей 33,33% и Айрат Исмагилов с долей 66,67%. Компания «Тесла» владеет Сидиков, он же является директором обеих фирм. Сидиков и Исмагилов владеют еще рядом коммерческих структур, которые зарегистрированы по адресу улица Фрунзе, 20А. Все они специализируются на благоустройстве и уборке мусора. Найти Рамиля Сидикова нам не удалось, телефон его был отключен. По адресу Фрунзе, 20А мы встретили респектабельно одетого мужчину, который сообщил нам, что Рамиль Сидиков и из города уехал. Мы последовали вслед за мужчиной, чтобы узнать больше. Но Айрат Исмагилов, это был он, общаться на камеру отказался. Но все-таки в вашей же фирме фигурируют «Монолит» и «Тесла». Это ваша компания? Да, я являюсь собственником, да. Но они по существу, я вам ничего не могу добавить, кроме тех средств и информации, которые есть в средствах массовой информации. До свидания, всего доброго. Насколько мне известно, вот это ООО «Тесла», у нее нет работников, есть только директор, и он же учредитель. И этот же директор является директором ООО «Монолит». И эти две фирмы конкурируют на торгах. Как можно допустить к торгам организацию, у которой нет людей? А она занимается, выигрывает торги вплоть от ремонта
от ямочного ремонта дорог до обслуживания линии освещения городского. Как выяснили журналисты реального времени, фирмы Айрата Исмагилова и Рамиля Сиддикова очень плотно работали с районными властями. В открытых источниках представлена информация о 67 муниципальных контрактах ООО «Монолит» на общую сумму 297 миллионов рублей, начиная с 2011 года. Только в 2018 году фирма получила контракты от исполкома на сумму 72 миллиона рублей. Кстати, еще одна, если не мистическая, то любопытная деталь. Именно руководитель исполкома Александр Заиконников возглавлял до недавнего времени комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Чистополе. Ну, это борьба пчел против меда, я так могу это назвать. И понимаете, у нас есть такое сообщество типично Чистополь, где выложены вот эти все материалы из реального времени. Там нет ни одного положительного слова в адрес этого человека. Наверное, это о чем-то говорит. До Заиконникова в Чистополе уже осудили за выбивание денег с предпринимателей замруководителя исполкома Хамзу Кашапова. Чиновник, кстати, трудится на коммерческой ниве и вину не признает до сих пор. Начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома Чистопольского района Михаил Петров был осужден фактически за вымогательство взятки. Сейчас также работает в коммерции и комментировать ситуацию с Заиконниковым не стал. Были и другие громкие дела, подробно останавливаться на которых просто нет времени. Для администрации Чистопольского района сейчас сложный период. Глава Дмитрий Иванов тяжело переживает предательство, теперь уже, скорее всего, бывшего коллеги. Это большое пятно, жирное пятно, грязное пятно на всем городе, на всей нашей команде, в том числе и на мне. Первые шаги мы уже сделали. Сейчас вот буквально на завтра назначена комиссия антикоррупционная, где будет полный разбор. Доведем всю информацию до всех работников, разберем все эти факты, сделаем выводы. Я думаю, что будет массовая проверка города, исполкома. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней.